инструменте как бы эхо отдает, а здесь эхо нет, потому что нет, наверное, вот этого пространства закрытого. А здесь вот кожа, она сделана в форме лодки, да, вот видите, вот цельный кусок. То есть, соответственно, и звук будет другой. Ярче звучит, да? И глухо. А глухо потому, что у него темп маленько другой. Здесь вот я отверстие сделал. Потому что там, здесь же нет отверстия. Поэтому какая тенденция? Раньше же делались инструменты, они были без дна. А сейчас вот стали усиливать, стали делать дно, и звук стал сильнее. Намного сильнее, чем он был. Когда, допустим, нет дна, то он рассеивается. То есть он более такой становится, мягкий. Вот здесь у меня линейка как раз вот, шестиструнный. Вот это, кстати, долбленный тоже инструмент, тоже, тип С называется, корыто. Вот видите, он прям сильного куска. Ну, тоже у него свой тембр. Очень-очень даже. Я вот тоже поиграю. По-другому звучит. Да. У каждого читкана свой голос. Это вот семиструнный читкан. Сейчас вот, допустим, я вот остановился на таких вот семиструнных, у меня вот сейчас такого размера. В смысле, стал делать. То есть он, во-первых, короче, потому что, ну, как бы рассчитан для того, что вот мне приходит, говорят, сделай мне инструмент. Ну, такой, чтобы был там, ну, допустим, кому-то нравится там где-то что-то сыграть. Вот. Как раз семиструнный для этого подходит. Девятиструнный, он уже для более таких занятий. Ну да, то есть вот и на нем можно уже играть. Диапазон маленько расширенный, да, вот, девятиструнный. А вот это пошло 12 струн. Вот три инструмента, это все 12-струнные. Ну там уже, да, уже те, кто уже серьезно занимается этими инструментами. То есть нужно уметь считать до 14, не только до 7. Не, ну здесь надо уже заниматься, если это не получится. Здесь надо заниматься, да. 12-14 это уже для профессионалов. Вот я вам сейчас покажу различия. Допустим, 14 струн, вот обратите внимание, он самый такой длинный. Это, почему он самый длинный? Потому что он лучше звучит. Во-первых, тут, если физику рассматривать, она очень простая. Длина струны очень длинная, поэтому он богаче звучит. И у него много обертонов. То есть, чем длиннее струна, тем звук будет объемнее. Ну, в общем, такой. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. Допустим, это 12 струн, да? Маленечко набираю. Инструмент не разыгранный, он прям его, он такой выставочный. Требует. Каждый инструмент развивает. Вот это вот, если там были у нас косточки, да, они более имеют такой глухой тембр, то здесь у нас вот поставки деревянные, сделаны из дерева. И причем тоже различается, то есть с плотного дерева или же с мягкого дерева, тоже есть различия.
Ну, а здесь, как говорится, я ориентируюсь на... Вот у меня задача как мастера сделать большое разнообразие, а там уже по цвету и вкусу, как говорится, люди сами смотрят, да. Таким образом, когда вот я это стал делать инструмент, вот получалось так, оно само собой, то есть сделаешь один, другой, а потом, когда обращаются, говорят, вот нужен чекан. Я говорю, какой? А какие есть? И у нас начинается долгий диалог. Я говорю, есть 7, 9, 12, 14. Так, ой, а что это такое? И вот начинаешь объяснять. Вот. А когда, вот, допустим, они готовы, его уже, это самое, там уже легче сориентироваться. Но сейчас время такое, сами понимаете, все для людей. Приходите. Спасибо Да. Спасибо большое за интересную информацию, за прекрасную музыку. Я думаю, наши встречи будут нести уже такой постоянный характер, да. И большое спасибо всем, кто пришел сегодня на встречу. Да.